Доброго времени суток, дорогие наши читатели, подписчики смарт-библиотеки 2.0.3. Приветствуем вас на музыкальных онлайн-курсах Smart Music. И сегодня, как и обещалось, в предыдущем уроке, урок номер 2 будет посвящен одному из основных теоретических направлений в музыке — ритмика. Это основополагающая такая тема, на которой строится вся музыка в принципе. Вот. И я поделил на некоторые подтемы. Сегодня будет много классической теории музыки, поэтому нужно включить сейчас свои мозги, настроиться, внимательно, если что, перематывать. Итак, начнем. Перейдем к нашей доске. Я подготовил доску. Итак, наши подтемы — это размеры такта, собственно, сам такт, длительности и темп. Сейчас мы разберем вот эти три основные темы. Итак, какие длительности у нас есть? Как вы видите, у нас здесь раз, два, три, четыре, 5 типов длительности. Это целая, половинка, четверти, восьмые, 16. Это по аналогии с математикой 5 класса, с темой дроби, да? Что такое длительности? Это понятие, которое находится в пласте времени. Да? То есть мы сейчас будем изучать четвертое измерение — время. Вот. Ну, собственно, в чем музыка и находится. Да? Целая у нас нотка длится 4 четверти, то есть, или же 2 половинки. Да? То есть в одну целую может войти по времени 2 половинки. В одну половинку 2 четверти, в одну четверть 2 восьмушки и так далее. Да? То есть в одну восьмушку 2 шестнадцатые, дальше в одну шестнадцатую 2 32 и так далее. То есть в чем их отличие? Да? Целая у нас длится по времени долго, половинка в 2 раза короче по времени длится, четверть у нас длится по времени еще в 2 раза короче и так далее. Темпы у нас бывают разные, поэтому я здесь написал классическое, классическое обозначение темпов. Это, допустим, от самого медленного до самого, ну не самого быстрого, но одного из самых быстрых темпов. Это старые обозначения, получается, да, которые до сих пор используются на самом деле в классической музыке, и не только. Ad libitum. Что это означает? Да? Это означает без темпа. То есть здесь у нас четверть равна свободно. То есть можно написать знак бесконечности, да, допустим. То есть там это свободная форма, где свободный темп, где темп может плавать в сторону быстрого и в сторону медленного. Вот. Ларго, да, допустим. Ну, это примерно, я точно сейчас не могу сказать, это примерно, можно в интернете найти все эти темпы. Ларго у нас, примерно, я думаю, что где-то 40, да? 40 ударов в минуту. Адажио, примерно около 60, может быть 70, хотя 70 это уже среднее, да? Адажио, наверное, от 50 до 60 ударов в минуту. Модерато, это, я так думаю, от 70 до 90, и здесь уже от 90 до 120, это как бы такой аллегро, это у нас такой более такой популярный темп, да, и в современной музыке в частности. И престо это уже там от 160 и так далее. Между ними, конечно, очень много других разных темпов. Я просто обозначил те темпы, которые сам помню, во-первых, и которые более-менее популярны. Вот. И исходя из этого, исходя из темпов, сколько ударов у нас в минуту, мы во времени будем ориентироваться именно по вот этим ноткам, да, которые у нас по длительности. Длительность по времени наших ноток напрямую зависит от темпа, то есть от ударов в минуту. Итак, для чего нам нужны наши длительности? Да? Чтобы обозначать конкретно каждую мелодию. То есть есть длинные ноты, есть короткие ноты и так далее. Для этого
вся эта тема длительности посвящена именно этому, да, то есть чтобы обозначать. Итак, переходим к следующему. Размеры такта. Вот у нас есть четверти. Размер такта дается, вот, допустим, это как дроби, да? 2 четверти, допустим. Переворачиваем доску. Вот у нас дан размер 2 четверти такта. Такт, вот он, такт, 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 такт. Здесь ровненько, видите, все квадратно. 4 такта. Есть музыка, конечно, очень сложная, где размеры меняются такта, где тактов в одной фразе не 4, а 3 или 3,5 и так далее. Да? Ну, у нас сейчас пока простейшая такая арифметика. Да? Итак, определен размер такта. 2 четверти. Здесь тоже 2 четверти, 2 четверти, 2 четверти. И закрывается двойной чертой, то есть двойная черта обозначает, что произведение окончено. Итак, нарисуем наши длительности внутри этих двух четвертей. Допустим, вот одна четверть, вот вторая. Все, больше сюда ничто не влезет. То есть третья четверть уже сюда не влезает, потому что размер этого такта по времени 2 четверти. И так далее. Еще одну четверть рисуем. Здесь уже в следующем такте. Но здесь мы добавим восьмые. То есть уже 2 нотки мы здесь можем как бы вместить в это время. Только они будут уже восьмыми. Да? Можно будет сделать, допустим, вот 2 восьмые и 4 шестнадцатые сюда вставить. Вот тут у них двойная крышечка, да, получается, у шестнадцатых. Вот. И также мы можем вставить сюда половинку. Итак, как это все звучит ритмически? Итак, дирижер нам задает темп. Допустим, ну, примерно, я сейчас точно не скажу, где-то 100-110 ударов в минуту. Да? Раз, два, раз, два. Я попробую это исполнить просто хлопками. Итак, дирижер задает темп. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Вот. Я исполнил сейчас, ну это очень быстро, давайте сейчас попробую еще медленнее, чтобы было понятно. Темп задается примерно 60-80 ударов в минуту. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Все, произведение закончено. Вот, следующий пример. Допустим, у нас размер такта в 2 раза больше. То есть это 4 четверти уже. Итак, то есть сюда может вместиться в 2 раза больше нот в один такт. И в это вообще в весь этот пласт намного больше может влезть ноток, да? Это тоже очень популярный размер. И здесь еще я потом вам покажу 3 четверти. Это у нас вальс, да? Так, итак, 4 четверти. Раз, два, допустим, тут восьмушки, еще одна четверть, потом восьмушки, 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 четверть, 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 восьмушка. Это просто я так импровизирую, да? Раз, два, три, четыре, и здесь половинка и 2 четверти. Как это будет звучать? Опять-таки темп медленный возьмем 60 и примерно 80, да? Раз, два, три, четыре. 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 Это как в танцах, да, тоже. Поэтому, ну, как бы, танцоры тоже изучают ритмику. Им нужно знать, в каком промежутке времени, чтобы синхронно двигаться, какое движение вставить в танец. Да, тут то же самое, это у нас уже танец, как бы, получается, с инструментами. Танец пальцев и так далее, голоса. Можно так это назвать, да, то есть музыкальное исполнительство. Вот, и 3 четверти, допустим, у нас 4 такта, а по той же аналогии четверть, восьмушка, четверть. Больше у нас сюда не влезет. Допустим, мы начинаем с восьмушек, еще восьмушки, и тут у нас остается только четверть сюда влезает, и мы можем либо восьмые, либо, давайте попробуем тут 16 вставить. Вот. Все, такт у нас завершен полностью.
Также у нас есть паузы, конечно. Вот четвертная пауза, допустим, вот так выглядит. Четверть, 2/8. Восьмая пауза выглядит вот так, вот, похоже на семерку, да? Раз. Тут пауза и четверть, допустим, поставим, да? Это у нас четвертная пауза. То есть в паузе мы ничего не играем, не хлопаем, это пауза есть пауза. Итак, поехали. Дирижер задает темп, тоже примерно 60-80 ударов в минуту. Раз, два, три. 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 То есть в паузе мы не хлопали, да, получается? Вот. Вот все, что касается, то есть это не все, что касается, это основное, что касается длительности, мы разобрались. Теперь переходим к остальным размерам такта, да? У нас бывают 6/8, 5 четвертей, 7 четвертей, они бывают очень разные, то есть размеры такта в зависимости от особенностей произведения. Но мы будем изучать основные, вот 2 четверти, 3, 4 четверти, да? Вот. Итак, что такое, переходим к нотам, да? Что такое нотный стан? Нотный стан — это вот 5 таких вот прямых линий, на которых нотки у нас стоят. Нужно, чтобы определить, в какой высоте, в каком регистре они находятся, вот, допустим, верхний регистр, да? Вот тут средний, да, и нижний, да? В верхнем и среднем регистре у нас работает скрипичный ключ, вот так это нарисуется. В нижнем у нас работает басовый ключ. И нотозапись там, конечно, тоже бывает, то есть она отличается друг от друга, да, совсем на немного. Но мы сейчас будем пока изучать на начальном этапе скрипичный ключ. Теперь переходим к ноткам, где они у нас находятся на клавиатуре. Вот у нас нотка до. Вот у нас черные клавиши, под черными клавишами слева нотка до. Дальше у нас ре, ми, фа, соль здесь у нас находится, ля, си и так далее. И дальше у нас повторяется та же картина, до, ре, ми, фа, соль, ля, си и так далее. По сути, нужно знать всего лишь одну октаву, так сказать. Это у нас уже тема интервала. К ней мы скоро перейдем. Итак, а где у нас нотка до находится на нотном стане? Она у нас находится на дополнительном нотном стане. Вот такая черточка. И вот рисуем нотку до. Пусть она будет у нас четвертная. Вот так вот. Здесь у нас безразмерное пространство, поэтому мы просто четверти рисуем. Так, и далее. Ре у нас находится здесь под первым нотным станом. Станы считаются снизу вверх. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот. Ре. И дальше по аналогии ми уже на первом нотном стане. Фа у нас уже между первым и вторым. Соль на втором. Ля между вторым и третьим. Си на третьем. И так далее. Вот у нас 7 наших заветных нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Также есть обозначение на латыни, да, на латинскими буквами. С, Д, Е, Ф, G, А и H. И причем это в отечественной нотозаписи Си у нас H, а Си бемоль это у нас Б. Вот. Поняли, да? А, Б, С, Д, И, Ф, G. Вот. Начинается почему-то с ля, я точно не знаю почему, надо прогуглить, тоже узнать. Вот. Ну, в общем, так они обозначаются. Это нам нужно будет потом для игры на гитаре и на фортепиано тоже, в принципе, для разучивания современных песен, которые записаны, аккорды которых записаны именно на латинскими буквами обозначения их аккордов, да, которые в этих песнях фигурируют. Вот. Итак, мы теперь знаем, где сейчас черные нотки пока не будем трогать.
знаем, где у нас находятся наши 7 заветных нот, знаем, как они обозначаются. И хотелось бы затронуть тему интервалов. Что такое интервал? Да, это вот маршируют, допустим, военные, да, и между ними конкретный интервал. Или же там самолеты между собой, у них тоже конкретный интервал. Также между нотками есть конкретный интервал. То есть, допустим, от нотки до ми у нас терция. Это, допустим, между ноткой до и фа у нас кварта, квинта и так далее. Ну и что хотелось бы сказать об интервалах, да? Две вещи. У нас есть вот октава, это у нас такой вот интервал, в котором мы будем пока в ближайшее время работать. И вторая вещь — это то, что из интервалов состоят аккорды. Та заветная тема, к которой мы всю дорогу шли. Вот. Аккорды у нас вот обозначаются тоже такими же буквами. Допустим, С — это у нас большая буква С, это у нас до мажор. Есть у нас минор. Чем они отличаются, я вам прямо сейчас продемонстрирую. СМ — это минор, М, да, обозначение. Просто С — это мажор. Допустим, вот нотка до, да, и у нас аккорд до мажор. Звучит мажорно весело. СМ — это минор. Вот, звучит грустно, как бы, да? Вот и, в принципе, все, что нужно знать для игры, для начальной такой простой игры на гитаре, укулеле и фортепиано в том числе. Как вы смогли понять, да, аккорды у нас бывают абсолютно разные, их тысячи и тысячи, то есть на каждую гамму у нас имеется аккорд, на каждый аккорд у нас имеется гамма. Аккорды бывают разные, гармония у нас есть классическая, есть эстрадная, джазовая гармония. Вот. Это все очень сложные на самом деле моменты, но в принципе их, если упростить для понимания, можно, это все у нас в будущих уроках будет. Следующий урок у нас будет посвящен именно практике, как использовать эти знания на практике. Аккорды у нас, вот основные, которые нужно знать, как вы поняли, это у нас мажор и минор. Сейчас этого нам достаточно. И по аналогии, вот, допустим, с ноткой до, мы, допустим, будем изучать ре мажор, вот, да, д, ре минор, е, то есть это ми мажор, ми минор и так далее. Все аккорды, то есть мажоры и миноры каждой нотки. Дорогие друзья, надеюсь, я сегодня вас не загрузил. Для полного понимания всех этих тем мы будем снимать практические уже занятия. Это будет следующий урок, это будет занятие на фортепиано с использованием тех знаний, которые мы получили в этом нашем втором уроке, посвященном ритмике. И также вам советую посмотреть некоторые материалы в интернете дополнительные, чтобы все это понять, потому что мы сейчас прошлись буквально галопом по Европе, перескочили очень много других тем, которые пока что нам на самом деле не нужны. Как я уже говорил в начале всего этого курса, наш курс, он более такой ускоренный, и теория все равно, она нам нужна. Итак, переходим к практике до следующего урока. Спасибо за внимание. С вами была Smart Библиотека 2.0.3, и это музыкальные онлайн-курсы Smart Music. Всем пока!